Да ну. Температура минус 48. Блин, я думал теплее сегодня. Всем привет. Вот такие у меня документы. Я еду в райцентр. Сегодня мне надо побегать по всяким инстанциям. Сделал положение по соревнованию. Сегодня я вам все расскажу. В нашем райцентре получим разрешение. 9 часов утра. Наша контора только открылась. И первую подпись я должен получить от нашей главы. Сейчас я зайду и поставлю подпись. Потом едем в райцентр. 70 километров отсюда. Вот в этом самом поле на озере у нас будут соревнования. В 9 километрах от моего села Кутана мы здесь подготовим наш полигон для соревнований и будем готовить оформление. Я в райцентре. Это наша администрация улусная. Вот поставил пару печатей. Сейчас мне надо встретиться с главой улуса, но говорят, его нету. Встретимся с замом. Так, заходил в наш МВД улусный. Получил подпись. Сейчас мы едем. Все подписи я получил, кроме главы улуса. Сейчас едем к нему. Вот наша местная администрация улусная. И тут мы поставим точку. Заходил в главную аптеку. Попросили взять медикаменты для нашей аптеки. Сейчас едем по делам. Магазин Нюрбина уже передал один приз для участников. Довольно-таки хороший приз. Я сейчас еду. Я подъехал к торговому центру нашему улусному, самому большому, называется торговый центр Тандем. Здесь открылся новый магазин. Я скоро поеду на рыбалку, поэтому я приехал отовариться. Вот на втором этаже торгового центра Тандем магазин Альбион. Всем рекомендую. Здесь охотники и любители активного отдыха могут найти себе все что угодно. В данный момент идет скидка на вот такие куртки. У кого еще нету курток, пожалуйста, приходите, покупайте. Также есть у магазина Instagram, подписывайтесь. Постоянно идут акции, скидки. А я сегодня пришел купить вот такой термос. Давно у меня термоса не было. Очень хороший термос, фирменный. Для рыбаков удочки, сапоги, рыболовные сумки. Также для охоты. Скоро у нас 23 февраля. Кто еще не выбрал, что подарить, пожалуйста, приходите, выбирайте. Выбор тут очень большой. Не надо никуда далеко ходить. И в принципе в торговом центре вы найдете все, что ищете. Вот я побегал по всем инстанциям, получил везде разрешение. Все, соревнованию быть, ребята. 6 марта приглашаю всех участников и зрителей на Кубок Северного Патрика.
Это соревнование мы будем приурочать к 100-летию ЯССР. И еще это будет приурочено к году семьи. Вкратце по положению я расскажу. Положение мы как бы утвердили. И соревнование у нас будет чисто для УАЗиков. Кто желает участвовать на Ниве, тоже могут участвовать. Ограничения у нас будут по объему двигателя 2,9 литров объем двигателя. Это УАЗы, соответственно, механическая коробка передач. Свапы не разрешаются, иномарки не разрешаются, потому что так как я владелец УАЗа, я буду поддерживать эту марку. И, соответственно, у нас иномарок не будет, потому что сравнивать 250 лошадей со 135 это нереально. По иномаркам у нас будет соревнование Кубок Поршня 5 февраля. Мы это событие тоже осветим на нашем канале. Это ежегодный турнир Кубок Поршня. 6 марта у нас будет Кубок Северного Патрика. Так что положение у нас будет 4 этапа. Первый этап это драг-рейс на 150 или на 200 метров. Мы там еще решим конкретно на месте. Второй этап у нас будет спринт на 600 метров. Это езда по снегу по своей дорожке. Третий этап у нас спринт на 1000 метров. Это самое дальнее расстояние. То есть тоже по своей дорожке. Никто по другой дорожке не будет ехать. И четвертый этап это этап экстрим. То есть все машины будут идти по кругу. Кто первым приедет, тот и победит. Будем разыгрывать всех. Но желательно, пока что, предварительно, мы будем выводить места во всех этапах. То есть у нас будет 24 комплекта медалей. 12 комплектов медалей для инжекторных и 12 комплектов для карбюраторных машин. Потому что мы решили сделать две группы, карбюраторы и инжектора. Потому что тоже, соответственно, уровень будет совсем другим. Вот так вкратце у нас наше положение. Дальше со следующей недели мы будем готовить уже поле. И, конечно же, я благодарю своих подписчиков. Всем спасибо, кто отправил деньги на призовой фонд. Ссылка будет в описании. Donation Alerts. Уже люди отправили, и мы накопили немного денег. Так что, ребята, кто может помочь в этом деле, пожалуйста, переходите по ссылке. И я буду очень рад всем, кто меня поддержит. Также мы будем проводить стрим 23 февраля с отцом, с концертом маленьким тоже. Деньги будем собирать тоже на соревнования. Также у нас ребята, есть спонсоры соревнования. Это магазин Рыболов в городе Якутске. Тоже будет поставлять приз. Также с нашего улуса сунтарских магазинов тоже есть несколько магазинов, кто уже поддержали наши соревнования. Это магазин Нюрбина и магазин Альбион. Пока вот так. Дальше я направлю еще всем письма и призываю, кто может помочь в этом деле. Мы всегда рады. Дальше буду освещать тоже по призовому фонду. Участники. Ситуация с пандемией у нас ослабляется. Все-таки соревнования у нас проходятся на свежем воздухе, так что в принципе проблем не должно быть. Все техники безопасности, как на технике, так и для зрителей,
будут соблюдены. Что еще? Про ограничения. Ограничения в гонках еще будет по колесам. Колеса с диаметром не больше 82 сантиметров. Это у нас примерно 33 размер, 33 дюйма, или, соответственно, это в сантиметрах тоже где-то 235-85, как типа такой размер. У нас в соревновании будет рамка специальная рамка, по которому мы будем мерить. Если колеса не совпадут, то, соответственно, к участию они допускаться не будут. Будет очень круто. Также я вроде договорился с Олесом Петровичем. Спасибо, Олес. Он, возможно, приедет и будет освещать тоже мероприятие на своем канале. Так что еще раз, ребята, призываю на призовой... Кстати, фирма Лицоход согласилась спонсировать наше мероприятие. И какой будет приз, мы сообщим позднее. Также у нас официальные спонсоры фирма Т+, Такелаж Плюс, которые у меня есть от них очень хороший набор строп. Они спонсируют такие соревнования по всей России, и мы ведем сейчас в данный момент переговоры тоже с ними, и надеюсь, что компания нас поддержит. Вот такая у меня новость. Вот такую подготовку я веду. Мне помогают мои родственники, мои друзья, ребята, которые участвуют. Всем спасибо, конечно. И очень долго не было никаких мероприятий из-за пандемии. Надеюсь, сейчас у всех нехватка кислорода, все дома сидим. Приезжайте, смотрите на открытом воздухе наши соревнования. Вот так. Всем пока.